В общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району провели прямую линию по вопросам уборки контейнерных площадок. На звонки жителей ответили представители регионального оператора по Сосногорску и Ухте, а также руководители управления ЖКХ. В последнее время один из самых частых вопросов от населения – кто должен убирать мусор, оставшийся после вывоза машиной. Закон четко регламентирует: мусор, образующийся при транспортировке мусора, конечно, убирает региональный оператор. То есть все, что выпало в момент уборки этих контейнерных площадок машинами, убирается региональным оператором в этот же момент. Много жалоб поступило от жителей улицы Лесной. Одна из позвонивших интересовалась, почему не вывозят картонные коробки, которые не помещаются в контейнеры и стоят рядом. Представитель регоператора заверил, что вывозить обязаны. Такого не должно быть. Значит, смотрите, я ваш адрес взял на контроль. Мы обратим на него внимание. Дело в том, что, скорее всего, то есть мы мусор вывозим, эти отходы вывозим периодичностью, минимум один раз в неделю. И, скорее всего, просто сейчас не хватает того объема, который у вас размещен на территории контейнерной площадки. Другая жительница Лесной пожаловалась на забитые баки, которые поджигают подростки. Виктория Гоголева объяснила, что вывозить мусор мешает припаркованный автомобиль, и предложила эвакуировать его. Также позвонили из 6-го микрорайона, где за контейнерной площадкой скопилось много отходов. Мы обратим внимание на это, напишем в вашу управляющую компанию соседнего дома 12, так как у вас данная контейнерная площадка идет на ваших 2 дома. Это первое. А второе, конечно, мы всех призываем, все лесные зоны, скверы там необразованные, образованные, на майский субботник, который у нас продлен до 10 июня. Начальник ЖКХ добавила, что сотрудники управления обеспечат желающих выйти на субботник инвентарем, мешками и помогут им с уборкой. Адреса проблемных территорий и телефоны позвонивших на прямую линию зафиксировали и взяли их вопросы на контроль. Полина Востракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучший эскиз знака «Географический центр Республики Коми». Проект посвящен столетию со дня образования региона. Прием конкурсных работ будет осуществляться до 15 июня, итоги подведены 20 июня. Основные требования к оформлению работы – это эскиз должен быть выполнен в различной технике с использованием любого графического компьютерного редактора. Рисунок должен быть понятен, выразителен, лаконичен, формировать положительное восприятие. И, конечно же, отражать в целом географические, туристические, эстетические, исторические особенности нашего района. Подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе. Конкурсные работы предоставляются лично в историко-краеведческий музей Сосногорска, который находится по адресу Ленина, 19, в Доме культуры «Горизонт», либо по телефону музея 54602. Стоит отметить, что лучший эскиз будет взят за основу при возведении памятного знака «Географический центр Республики Коми». В свою очередь, автора лучшего эскиза ждет подарочный сертификат. Еще один конкурс, посвященный юбилею Коми, называется «Неповторимая Республика Коми» и предлагает юным жителям района проявить фантазию и воплотить ее в любой технике. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений Сосногорского района. До 6 августа принимаются работы на тему достопримечательности Республики Коми в миниатюре, выполнены в любой рельефной технике. Подробно о конкурсах можно узнать на официальном сайте музея, на странице музея ВКонтакте или по телефону в Сосногорске 54602. Полина Востракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Профилактике и предотвращению пожаров была посвящена очередная прямая линия, организованная общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы жителей отвечал начальник управления ГО и ЧС администрации муниципального района Сосногорск Максим Улешов. Он напомнил о том, что на территории нашего района с 7 мая действует особый противопожарный режим. Это значит, категорически запрещено разведение костров и любого открытого огня, в том числе и сжигание мусора. К сожалению, не все жители района это понимают. Я вот уезжал с работы, смотрю, где-то дым идет, дымка идет, стоит какая-то. Я, соответственно, здесь проехал, посмотрел, к соседям подъехал, переговорил с ними. Тут соседи, там, соответственно, горит уже что-то. Суворова 11, заезжаю. У нас, кстати, дом, этот Суворова 11, этой зимой горел. Соответственно, он берет, выкапывает яму, мужчина стоит, я к нему подошел, выкопал яму, и то, что у него дом сгорел, там не догорел, вот он сегодня там окончательно его поджег, сжигает его. 30 градусов тепла стоит на улице. Представляете, участок маленький, там всего 640, по-моему.
Рядом стоит, причем рядом стоят хорошие дома, рядом стоят хорошие дачи. Я ему объясняю, у нас особо, ну понятно, он может быть этого не знает, но тем не менее предъявил ему удостоверение, показал, сказал, кто я такой. Ну и соответственно ему говорю, что он должен все равно как бы, умом-то надо все равно думать. 30 градусов жары, он тут еще топит, там у него прямо открытый огонь. Все, затушил, все, взял ведро, потушил. По словам Максима Улешова, многое зависит и от неравнодушных людей. Увидели открытый огонь, сообщите по телефону 112, ведь пожар легче предотвратить, чем потушить. Большая работа по профилактике пожаров проводится как в городе, так и в поселках. Мы в этом году запланировали работу по обустройству пожарных водоемов и ремонту пожарных водоемов в поселке Поляна, Пожня, потом в Малой Пере мы в этом году нашли 4 пожарных водоема, они у нас бесхозные были, сейчас мы их в казну принимаем. То есть как бы вот так вот большую работу проделываем. Но настолько, насколько в администрации еще хватает денег. То есть это деньги немалые, там, соответственно, потихонечку, постепенно мы там выравниваем. В большинстве случаев причиной пожаров становится так называемый человеческий фактор, а это значит, что в основном только от нас с вами зависит, пострадает ли район от пожаров этим летом. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В библиотеке имени Якова Рочева прошло мероприятие «Об этом должен знать каждый», посвященное Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Лекцию на эту тему прочитала сотрудник Сосногорской центральной районной больницы Юлия Кириченко, а слушателями стали учащиеся технологического техникума. Нарколог отметила, что основные сведения об опасном заболевании ребенку должны сообщать близкие люди. В первую очередь об этом нужно разговаривать дома. То есть в первую очередь родители должны об этом говорить со своим ребенком, что такое ВИЧ-инфекция, какими путями эта инфекция передается. И что нужно делать, если столкнулись с такой проблемой. Информирование – главное оружие против ВИЧ-инфекции и СПИДа. Врач рассказала о методах профилактики, путях передачи, диагностики заболевания. Побеседовала с учащимися, чтобы понять, насколько они осведомлены по теме. Организатор мероприятия Павел Гречнев считает, что доносить информацию до молодежи нужно привычным для них способом. В настоящее время это социальные сети, какие-то социальные ролики, памятки, но яркие, чтобы обращать внимание на них молодежи и чтобы это запоминалось. Коварность инфекции в том, что организм не справляется с другими болезнями, которые у человека без ВИЧ поддаются лечению. Так многие люди, страдающие этим заболеванием, умирают от туберкулеза. Однако нарколог подчеркнула, что ВИЧ и СПИД – это не приговор. Я была на конференции, на форуме в Москве. Общалась с людьми, создатели фондов как раз-таки против СПИДа, против ВИЧ-инфекции. Они сами болеют этой ВИЧ-инфекцией, Они пьют антиретровирусную терапию, они очень хорошо выглядят, у них здоровые детки, Что они говорят? Полноценно можно жить и качественно, если принимать препараты, которые вам назначает доктор. Выяснилось, что учащиеся техникума довольно много знают об этой болезни. Преподаватели регулярно устраивают для них подобные лекции. Но и беседа с наркологом оказалась полезной. На следующей неделе мероприятие проведут для сосногорских школьников. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Конкурс вокалистов «Утренняя звезда» вновь собрал учеников Сосногорской школы номер 2, их друзей и родителей в Большом зале ГДК «Горизонт». Бессменный вдохновитель и инициатор конкурса Людмила Григорьевна Гордиенко призналась журналистам в том, что не знает, какой по счету конкурс в этом году, но отлично помнит, как все начиналось. Это идея Оксаны Иващук, Иры Платоновой, Маши Демьянович и Гаси Найдика. Они говорят, такие у вас девчонки классные, давайте мы сделаем сначала маленькую страну, потом утреннюю звезду. А чтобы проводить маленькую страну, нужно провести утреннюю звезду, чтобы выбрать. У нас утренняя звезда давно не проходила, маленькая страна давно не проходила. Утреннюю-то звезду мы каждый год проводим, а маленькую страну как-то надо собрать звезд всех. В этот раз конкурс вокалистов был посвящен столетию Республики Коми. Множество номинаций и, конечно, желание самих юных артистов позволило каждому из них показать все, чему научился. Возраст участников разный, от младших школьников до завтрашних выпускников. Тематика песен тоже разная, от песен военных лет до шуточных детских. Подруги София Ионина и Екатерина Гвоздикова тоже любят петь.
София еще занимается танцами, а Екатерина – тэквондо. Девочки учатся в одном классе и с удовольствием поют в хоре и сольно. Когда выхожу на сцену, я просто рада, потому что зрители тебе хлопают. Мне это очень нравится. Мне нравится общение со зрителем и то, что меня слушают. Оценивала выступление компетентное жюри – выпускницы и ученицы Людмилы Гордиенко. Председатель жюри Алена Давыдова не раз становилась победителем и призером различных вокальных конкурсов. Что такое сцена, она знает хорошо. Это мероприятие, которое объединяет детей в плане творческого развития. Я очень благодарна Людмиле Григорьевне Гордиенко, потому что она творит такие важные вещи для воспитания подрастающего поколения, что просто переоценить это невозможно. И вот ее праздники, когда дети выходят на сцену, это же огромный праздник для них, это огромный праздник для родителей. Для нее тоже. Это итог ее работы за год, в общем-то говоря. И это прекрасное шоу. Это очень интересно смотреть. И дети действительно трогают за душу то, что они делают. Это важно, я считаю. Среди тех, кто ждет выхода на сцену, Егор Амелюгин. Пением он занимается уже 3 года. Говорит, что ему нравится творчество Виктора Цоя, а также некоторых российских рок-групп. Я занимаюсь чисто для себя. Мне всегда нравилось петь. С самого раннего детства, когда родители слушали музыку, мне эта музыка понравилась, и вот я начал петь. Каждое из выступлений участников «Утренней звезды» стало своего рода шагом по небосклону талантов к мечте. И пусть у конкурса есть свои победители, для родителей и друзей каждый из солистов неповторим и прекрасен. А положительные эмоции, которыми зарядились зрители и юные артисты, останутся с ними надолго. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.